Доброе утро, уважаемые радиослушатели и телезрители. В эфире программа «Гевен». У микрофона я, ведущая Наталья Сметанина. Сегодня с нами работают режиссеры прямого эфира Мария Новгородова и Катерина Голикова. И сегодня я хочу представить нашего гостя. Это артист театра, отличник культуры Республики Саха-Якутия Василий Романович Слепцов. Доброе утро, Василий Романович. Доброе утро. Хотелось бы поздравить наш театр, Государственный театр коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия Гулун с 30-летием творческой, не театр, ансамбль, извиняюсь еще раз, ансамбль, наш народный ансамбль Гулун с 30-летием со дня создания и творческой деятельности. Спасибо большое. Ага. А так, если говорить про театр, то театр наш довольно-таки молодой, но у артистов за спиной солидный опыт работы в народном театре Гулун. Как удается вот этот синтез танца и драмы, драматических произведений? Да, вы правильно сказали. Наш театр коренных малочисленных народов Севера был создан на базе ансамбля северных танцев «Гулун». Художественный руководитель Любовь Алексеевна Никитина. Изначально там главные критерии отбора были это хореография, то есть человек с образованием, чтобы он база вся у него была танцевальная. И затем буквально с 2007 года уже тогда, видимо, Любовь Алексеевна уже знала, к чему идет. С 2007 года Любовь Алексеевна очень сильно работала над образами артистов, чтобы на сцене не просто с таким засохшим лицом, или как сказать правильно, чтобы не сухо движения делали, а уже она в каждом танце работала над образом, над мимикой. Вот, и оттуда, видимо, это потихонечку началось, и уже какое-то понимание начало приходить. И в 2014 году указом главы республики Егора Афанасьевича Борисова создали театр коренных малочисленных народов Севера. И на то время даже вообще не обсуждалось, потому что со дня основания ансамбля «Гулун» Любовь Алексеевна очень тесно работала с Матрёной Владимировной Корниловой, уже теперь покойным режиссером нашего театра. И они уже видели, они уже знали, как мы будем работать. И буквально в сентябре, как театр начал свою работу, репетиционный процесс, они уже начали работать над актерским искусством, ремеслом, над дикцией, над постановкой речи. Вот как-то так к этому пришли. Было сложно, наверное, переквалифицироваться танцующему артисту в говорящего на сцене, да? Да, это очень сложно. Конечно, мы, артисты, считаем, наверное, что мы говорим, но все-таки профессионал своего дела. И у нас театральная республика, зритель уже приучен. У нас такие большие именитые театры, которые покоряли не только Москву, Санкт-Петербург, но и зарубежье. Вот, и поэтому для нас это вдвойне, втройне ответственно, потому что мы вступаем в одни ряды, то есть с театралами мы должны идти, развиваться, двигаться, поэтому очень большой акцент мы сейчас стараемся ставить над дикцией, над сценой речи. Вот. Сложно это, да. Постоянно надо самообразовываться, обязательно усовершенствовать свое мастерство, оттачивать. Да. Но я также знаю, что наши артисты очень талантливые. Сколько я спектаклей, все буквально спектакли посмотрела, все очень талантливые. И помимо речи, помимо диалогов, помимо мимики, они еще и пластикой передают. Вот это очень ценно в нашем театре. Да, в связи с тем, что мы профессиональный театр, и, как я уже говорил, основываемся на танцевальной базе, у нас ежедневно проходят занятия по классическому танцу, по народному танцу. Обязательно
полностью чистятся, отрабатываются ежедневно все танцы наших коренных младших народов Севера. Но это обязательная процедура, поэтому они такие пластичные, я думаю, потому что база классический танец, она должна все время держать артиста в тонусе и в теле, как говорится. Вот у нас на экране прошла реклама прошлогоднего, по-моему, концерта, да? Как прошла эта премьера, как прошел этот концерт? Вообще, да, вот в прошлом году у нас вообще насыщенный год такой был. Как бы не ввели ограничения, очень насыщенный год был. Но буквально до пандемии мы успели сделать очень большой концерт. «Голун для дам» называли его. И артисты мужского состава своими силами с нуля сделали новую программу. Все танцы были с нуля поставлены. Впервые мы сделали там небольшое световое шоу в стенах нашего театра. И буквально только вот анонс выпустили, и у нас билеты разлетелись очень быстро. Это мероприятие показало, что это очень хорошая практика, и мы решили, что будем ежегодно проводить такой концерт. Но сразу подмечу, что, к сожалению, в этом году мы физически не успеваем это подготовить. А так, со следующего года уверяем, что мы будем ежегодно проводить такие мероприятия. Очень интересный формат. Он сближает вообще работников театра, не только артистов, наш технический персонал. То есть все в едином порыве, в едином организме работают над созданием сценографии, танцевальных номеров. Это очень хорошая практика. Конечно, такие мероприятия – это огромный труд всех. Да. А сколько сегодня в труппе артистов? К сожалению, артистов у нас сейчас 8 парней, девушек 10. Вот, но хотелось бы, конечно, больше, да, потому что как нормальный театр мы должны выступать хотя бы 2 труппами, допустим, параллельно организовывать, потому что вообще требования ужесточаются ко всем учреждениям. Есть госзадания, сейчас есть национальный проект культуры, то есть мы очень должны много делать показов спектаклей, помимо этого концертных программ. И все это за счет силами одной маленькой труппы, это очень сложно. В будущем, конечно, хотелось бы иметь хотя бы 16 пар. Это было бы вообще идеальный вариант, для начала. Да. Вот. Авторские вечера проходят, да? Бенефис у вас, я знаю, да. Буквально тоже до пандемии, в конце 2019 года. Вообще, Любовь Россия эту идею давно вынашивала. Цели и задачи данного проекта – знакомить зрителя с полюбившимися артистами. Вот и в конце 2019 года мы ввели такую практику – показ творческих вечеров артистов. Первыми ласточками стали Туяра Попова, Ева Кузьменко, наши солистки театра. И очень в кратчайшие сроки, это все большой труд, конечно же, да, в кратчайшие сроки, опять же, новая программа, новые костюмы, сценография, это все надо сценарий прописать, очень большая работа. И в том же 2019 году, сразу же через неделю, вторая партия. Это наши солистки Юлиана Харлампиева, Велена Слепцова. Также полностью всю программу, все заново поставили, отработали. И у нас получилось уже 2 творческих вечера. К сожалению, в связи с пандемией в 2020 году мы не смогли показать, потому что все в основном работали удаленно. И вот мы в этом году начинаем, буквально в эту пятницу, субботу,
У нас начинается пройдет творческий вечер артистов Василия Петухова, Марины Ивановой и Алгыса Николаева. К сожалению, хотелось бы сказать, билеты закончились уже, но мы обещаем нашим телезрителям, зрителям, которые слушают нас на радио, мы хотим организовать в этом году объединенный концерт всех творческих вечеров, лучшие номера, полюбившиеся зрителю, на большой сцене покажем. Вот. И 27-28 февраля также пройдет творческий вечер еще 3 наших артистов. Это Катерина Захарова, это Климент Черемкин и Владимир Николаев. Билеты в продажу еще не поступили. Буквально с понедельника, вторника уже билеты, наверное, поступят в продажу. Мы обязательно известим на нашей официальной странице Instagram, на нашем сайте. Пожалуйста, заходите, следите за новостями, подписывайтесь на наши страницы. Вот, потому что очень быстро билеты разлетаются. Есть такое. Как проходил репетиционный период, как проходили тренировки, или как вот называется, во время пандемии? Артистам надо все время работать? Вообще, наверное, все население не только Республики России, да и мира в целом пандемия настигла вот так вот резко, не предупредив. Мы только приехали с гастролей, нас даже в театр не пустили. Только парни занесли костюмы и все на выход. Вот, и буквально месяц, а может и меньше, недели 2 прошло, и начались поиски во всех учреждениях, в частности у нас, как быть, как работать. Очень долго было непонятно. Кто-то говорит, на вынужденный простой отправляйте работников. Минкультура настаивает, говорит, надо удаленно, но работать надо. Вот. Поэтому все нашли дистанционный формат работы. Мы начали заниматься через Zoom платформу, вот, через Instagram прямые эфиры. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, мы работаем в прямом эфире. Встретимся после небольшой рекламы. Я приветствую наших радиослушателей и телезрителей. В эфире программа «Гевен». Мы работаем в прямом эфире. Присоединяйтесь к нам по номерам 32 0066, 32 11 66. И у нас сегодня в студии замечательный человек, замечательный артист театра, отличник культуры Республики Саха-Якутия Василий Романович Слепцов. Еще раз доброе утро. Еще раз доброе утро. Василий Романович, в первом нашем блоке мы поговорили о той работе, которая ведется театром, вспомнили историю создания театра. Да? Артисту любого жанра очень надо много работать и душевно, и морально, и физически. Вы, например, хотели бы, чтобы ваш сын пошел по вашим стопам и стал артистом? Как и любой родитель, я желаю сыну, конечно, чтобы он нашел работу себе по своей натуре. Конечно, у меня сын еще маленький, но, конечно, хотелось бы видеть его на сцене. Но ответить, чтобы он стал артистом, я, конечно, наверное, не хотел бы, потому что это очень сложная работа. Ежедневные репетиции, работа над текстом, буквально ежедневный труд с утра до ночи. Поэтому хотелось бы, чтобы он работал, как все нормальные люди, с 9 до 6, чтобы у него были нормальные выходные. У артистов, к сожалению, нет выходных. Все красные дни календаря
люди отдыхают, празднуют, время с семьей проводят. У нас, к сожалению, мы во всем этом ограничены. У нас вовсю идет рабочий процесс. Ну, конечно, это все во благо того, чтобы наши дорогие зрители могли прийти и отдохнуть с семьей. Ну, я думаю, что ваш сын сам будет решать, Да. кем ему стать. Но он уже выходил на сцену совсем маленьким, работал уже в спектакле, да. Так что пусть у него творчество тоже будет в жизни. Да, спасибо. Он буквально в первый раз вышел с ансамблем «Гулун» в 6 месяцев на сцену театра опера балет. Вот, и потом в театре нашем он тоже в спектакле участие принимал. Но это хорошая практика, на самом деле. Да, он уже знает жизнь артиста за кулисами. Да. Из-за кулис. Василий Романович, в прошлом году, несмотря, было очень много планов, и все эти планы, я знаю, что у вас были намечены большие поездки, выезды, гастроли. Весь этот график, конечно, нарушился. Это жизнь такая, конечно. Но... Да. И насколько вот эти планы у вас поменялись, переместились ли они на этот год, и будут ли эти выезды, гастроли? Да. В 2020 году очень были большие проекты у нашего театра. Причем впервые мы должны были, как уже полноценный театр, ехать с гастролями полностью по Сахалинской области. Все это мы должны были связать с Японией. Должны были в Японии дать концерты. И очень большой проект был с Корейско-Российской ассоциацией «Корус». Они нам уже договорились с площадками, с проживанием, со всеми. Ну, все вопросы были уже решенные. И мы должны были, как полноценный театр, целый месяц гастролировать по Южной Корее. Но мы не отчаиваемся. Надеемся, не надеемся, сейчас очень также работа ведется. Все это мы хотим воплотить в 2021 году. Усилиями наших друзей, партнеров. Мы надеемся, что в 2021 году все это мы реализуем. Единственное, что в 2020 году также мы должны были выехать в Норвегию. Там проходит ежегодный фестиваль для молодежи. Единственное, что, наверное, в этом году не удастся в Норвегию слетать. И это не стопроцентная гарантия. Возможно, мы и туда слетаем. Надеемся, что в 2021 году мы все это реализуем. Главное, чтобы открыли границы, да. И пандемия отступила от нас. Василий Романович, а по республике как много вы гастролируете? Будут ли в этом году по республике гастроли? 19 год вообще мы очень насыщенно начали. Мы буквально в начале года, это первый квартал, да, до пандемии, до всех ограничений. Извините, Василий Романович, у нас звонок. Алло? Алло, мы вас слушаем. Сорвался звонок, видимо, откуда-то издалека. Вот, насыщенный год начался. Буквально в первом квартале, за первые 2-3 месяца мы съездили с концертами в Верхневилюйский район, в Кобяйский район, в Татинский район и в Нюрбинский район. Это все в первом квартале. Очень было много планов. Еще в течение, затем еще у нас 3 квартала, какой бы у нас был большой охват населения, география по нашей родной любимой республике. Но всего этого не было. Но самое главное, конечно, мы все-таки театр коренных малочисленных народов Севера, и мы должны гастролировать в места компактного проживания коренных народов Севера. Но все, как всегда и везде, все упирается в финансовый вопрос. Мы по возможности со дня создания нашего театра очень расширили географию наших гастролей. И побывали в очень многих районах Севера. Вот, и надеемся, что
снимутся ограничения, наконец-то стабилизируется ситуация в республике, в России в целом, и наконец-то мы сможем гастролировать. Ну, это непередаваемое чувство быть на севере и там показывать программы. Это там как-то это легче дается на севере. И зритель там свой, Да. который любит. С самого первого номера, как только артисты выходят на сцену, они открытые все люди такие. И сразу же артист это чувствует. Для артиста важна поддержка. И как только с первого номера начинается поддержка, все, артисты наши взрываются. И со 100%, если не больше, отдачей все танцуют. Это, наверное, особое наслаждение, когда зритель тебя встречает, и кровь, вот адреналин этот, когда хочешь показать самое лучшее. Да. В концертных программах это очень много значит. А в драме мы и драматические спектакли показываем. А в драме это посложнее, конечно, потому что ты должен идти, как должен себя вести твой персонаж, все это прописано изначально, потом режиссером тебе поставлено, то есть там нельзя просто выйти вот так, как в северном танце. нельзя, да, в северном танце, там так не получится. Ну, это Вот. определенные требования, наверное, работы. Да. Все равно артист вживается в роль, и ему потом надо показать, раскрыть героя полностью. Да. Да. Василий Романович, гастроли это, конечно, очень хорошо. Гастроли, имею в виду, когда с танцами, там только костюмы свои упаковал и поехал, да, бубны. А тут, когда полноценный спектакль, как вы укладываетесь? Ведь не всегда же на большой машине, надо и на самолете летать там. Да. Как вы с атрибутикой, с инвентарем? В основном нам спектакли ставят приглашенные режиссеры. Потому что каждый театр хочет развиваться всесторонне. И к каждому спектаклю новая сценография, новые декорации, реквизит. Вы правильно подметили. Потом встает вопрос, что действительно эти спектакли надо же показывать в других районах, муниципальных образованиях нашей республики. И потом это практически новая работа. С самого начала наш художественный руководитель Любовь Алексеевна оставляет все то, что сделал режиссер, актерски, но мы стараемся минимизировать декорации, реквизиты. Где-то кто-то с ружьем, потом он его убирает. Это же ружье другим человеком, артистом используется. Да, минимум декораций, минимум реквизита. Конечно, все это с минимальным отражением на самом спектакле, в сути спектакля, чтобы зритель на местах мог прочувствовать ауру этого спектакля, местности, где это происходит. Вот, конечно, при выезде за пределы республики это еще сложнее, потому что все это оформляется очень сложно, очень большая работа проводится с аэропортом нашего города Якутска, с грузовым терминалом. Я, если не говорил, вот мы буквально в 2019 году впервые поехали с большими гастролями в Сахалинскую область, и мы впервые ездили не только с концертной программой, а также с собой повезли спектакли. Мы здесь буквально за 2 месяца до выезда работу начали. Все это упаковывается, взвешивается специальный упаковочный ящик гофры. Помимо того, что отрабатывается с нашим терминалом, все это отрабатывается отдельно с терминалом принимающей стороны, отрабатывается с авиакомпанией. Очень большая работа. И вот мы впервые съездили в Сахалинскую область. Ну, это был первый наш опыт был. И тогда мы поняли, что действительно очень сложная работа выезжать за пределы республики со спектаклями. Тогда мы поняли всю сложность работы наших театров, больших театров, тем более таких театров, как театр оперы и балета. У них и здесь на месте сцена огромная,
То есть, соответственно, это все в разы больше, декорации в размерах, все это, да. Саха-театр, Русский драматический театр, театр юного зрителя, ну и вот я перечислил якутские наши театры. Очень много реквизита используется, очень много декораций. И тогда мы поняли, что очень сложно приходится театром. Василий Романович, сегодня наш театр находится в приспособленном здании. Да. Это не театр, не здание театра, нету гримерок нормальных, нету репетиционных залов, сцена маленькая, зал маленький зрительный. Когда же все-таки мы будем премьеры встречать в новом здании? Я не знаю, к сожалению, или... Василий Романович, мы уходим на небольшую рекламу, встретимся и поговорим об этом в нашем следующем блоке. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели, телезрители. Мы работаем в прямом эфире в программе «Геван». Вы можете присоединиться к нам, задать свои вопросы нашему гостю по номерам 32 0066, 32 11 66. Василий Романович, в конце второго блока мы говорили о том, что нашему театру необходимо новое здание с большим зрительным залом, с большой сценой, чтобы у каждого артиста была своя гримерка, чтобы все было приспособлено для нормальной работы. Как с этим обстоят дела? Если рассказать основательно, вообще ансамбль «Гулун», народный ансамбль «Гулун», он тоже... конечно, самое главное было это репетиционный зал. Но также надо понимать, что чтобы ансамбль работал, есть персонал, который работу-то всю это организовывает, и должны быть костюмерные специальные. Угу. Ой, у нас звонок. Алло? Алло. Да, здравствуйте. Можно задать? Да, конечно, вы в эфире. Здравствуйте. 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 Мне очень нравятся северные... Говорите, мы вас слушаем. Северные танцы и песни. Угу. Это хорошо, что вы придерживаетесь своей культуры. И у меня вопрос такой. Что означают слова гулун и эргерон по-русски? Угу. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Гулун это с славянского костер, очаг означает. Эргерон это на чукотском, но, к сожалению, может быть, Наталья... Руки, тянущиеся к солнцу. Да. Вот такое вот значение интересное у слова эргерона. Спасибо за вопрос. Спасибо за звонок и за вопрос. Василий Романович, по поводу здания театра продолжим. И Гулун размещался всегда очень скованно, у него не было ни костюмерной, ничего, вот так все. Культ Просвет переехал с Кирова 33, там какие-то небольшие помещения остаются, пусть здесь Гулун разместится. Потом Гулун базировался в Доме культуры имени Алексея Алексеевича Кулаковского, тоже очень стесненно, так ограниченно. Затем даже ансамбль «Гулун» поработал в рядах театра Олонко, потом переехал в бывшее здание колледжа культуры на Петра Алексеева 49/1. У театра было 2 кабинета и репетиционный зал. И мы были очень рады, когда в 2016 году наконец-то пролоббировали. Хотелось бы добавить наш депутат, который защищает интересы коренных малочисленных народов Севера, Елена Христофоровна Голомарева. Не постесняюсь сказать, что всю работу, такую очень большую работу она проводит. Она лоббирует интересы, и хотелось бы ее отдельно поблагодарить. Да, особая благодарность, конечно, нашей Елене Христофоровне. И отдельная огромная благодарность экс-министру культуры Владимиру Ивановичу Тихонову, сейчас первому заместителю министра образования. Владимир Иванович Тихонов
настаивал, чтобы мы максимально... Министерство культуры на себя очень много финансовых обязательств брали, чтобы мы уже театром переехали в здание Дома Севера. И по назначению он называется Дом Севера, и у нас театр коренных малочисленных народов Севера. И мы, значит, Министерство культуры ходатайствовало, и мы переехали в здание Дома Севера. Конечно, как вы сказали, Наталья, неприспособленное здание. Это бывший актовый зал для конференций, там, для каких-то собраний. Но мы и этому рады, потому что у нас свое уже что-то есть. У нас есть тоже также переделанные кабинеты в гримерные, отдельно для парней, отдельно для девушек. Конечно, по одному тесно. Кабинету это тесно, да. И с каждым разом мы расширяемся, декорации прибавляются. Это все размещать, конечно, тесновато. Но, еще раз повторю, что и этому рады мы, потому что у нас ничего раньше не было. А в будущем мы мечтаем, конечно, о своей большой сцене, о большом зрительном зале. Я сегодня упоминал, нет, у нас зал маленький, 70 посадочных мест. Мы его называем камерный зал. А в связи с пандемией так вообще 35 мест. Вот, и поэтому мы мечтаем, конечно, но в планах пока не стоит, потому что надо понимать, что у республики очень много учреждений культуры, в частности, очень много театров. Есть театры, у которых до сих пор здания нет. Мы рады, что у нас есть Дом Север наш. Спасибо Вячеславу Анатольевичу Штурову, который в свое время построил это здание. Вот, и у других и этого нет, поэтому мы этому радуемся. И я надеюсь, что в порядке очереди глава нашей республики, правительство нашей республики, Министерство культуры все это в порядке очереди рассмотрит, и когда-нибудь будет здание. Угу. Просто мы, зрители, хотим приходить в большой зал, чтобы много было. Не билет не достается. Да. Не достается билетов элементарно. Люди в коридоре приходят последние, вот перед эфиром, перед премьерой, начинают искать билеты, никого билетов нет, в зал никого не пустишь. А это же очень большая работа, спектакль. Его так каждый раз, каждый день не будешь повторять. Да, правильно подметили. Чтобы все посмотрели. Василий Романович, по поводу репертуарного плана в этом году. Телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Вы в эфире, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. День добрый. Я Пономарев Иван. Когда-то в 90-х я танцевал в Голуне. Спасибо. Вот из Майи. Там все мы были якуты. Никаких там ивенков, ивенкиков не было. И мы, да, в 90-е годы при Штурове гуляли там. И сейчас Якутию как танцевальный, ну, как сказать... Ансамбль. В меньших народах ивенов таких. Да, больше стало за эти 30 лет. Состав меняется очень сильно всегда, но основной костяк, конечно, работает сейчас. Спасибо. Да, вам спасибо, Иван. Ветеран Гулуна позвонил. Да, я понял его вопрос. Он сказал, Иван сказал, что в основном были якуты, народ Саха, да, в ансамбле. Это в начале 90-х, когда только начинался ансамбль работать. Начинал. Сейчас мы уже как театр, миссия нашего театра – это сохранение языка, культуры и показать быт. У нас сейчас действительно артисты эвены есть, эвенки есть, потомки чукчи даже есть, поэтому с этим сейчас проблем нету. Мы очень много работаем
с кафедрой северной филологии. Работаем над языком именно. Вот поэтому, Иван, спасибо за вопрос. Надеюсь, мы на него ответили. Да, и, скорее всего, наверное, Иван еще будет присутствовать на юбилейном концерте, да? Вот, да. Приедут. Приглашаем вас, Иван, приехать в Якутск на юбилейный концерт. Когда он будет, сейчас нам объяснят. В 2020 году нашему дорогому ансамблю, народному ансамблю северных танцев «Гулун» исполнилось 30 лет. Очень большая дата для коллектива. И этот коллектив в течение всех этих 30 лет представлял нашу республику, не побоюсь этого слова, даже Российскую Федерацию представлял за рубежом. И это большое событие, юбилейное мероприятие, посвященное 30-летию народного ансамбля «Гулун», состоится 29 апреля в Доме дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского, куда мы готовим очень большую программу, хотелось бы шоу-программу, чтобы наши дорогие выпускники этого ансамбля, уважаемые зрители, чтобы все пришли и насладились уже в большом зале Дома дружбы народов прекрасными танцами этого легендарного ансамбля. Если так навскидку, сколько танцев в репертуаре ансамбля? Количественно? Очень много, наверное. Наверное, на сегодняшний день я скажу, наверное, более 30. Если не больше. Вот, потому что до театра у Гулуна было уже около 20 танцев. И потом вот сейчас прибавляется в каждом спектакле у нас новые танцы. Более 30-40 точно, я надеюсь. Вот. Действующих, которые составлены и работают. Потому что, да, мы работаем в первую очередь танцы коренных малочисленных народов Севера. Мы развиваем репертуар танцев народов Севера, Сибири России, и Дальнего Востока. Стран СНГ и зарубежья. Поэтому у нас большой репертуар. Вот, и убедительно приглашаем всех на большой творческий вечер, посвящен 30-летию ансамбля «Гулун». Спасибо большое. Я думаю, что мы еще не раз встретимся и всех приглашаем присоединиться к программе, которую будет показывать наш театр в этом году. У нас в студии был великолепный артист, отличник культуры Республики Саха-Якутия. И мы прощаемся с вами. До следующих встреч в эфире.